смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Бурение свай для строительства новых жилых домов начнут на текущей неделе в селе Бяскёль горного района в рамках восстановления населенного пункта после лесного пожара. Обмен опытом в сфере аграрного сектора. В столице республики проходит 24-й международный форум «Аграрная наука». В республике продолжается подготовка к столетию Якутской автономной социалистической республики. Расскажем о ремонтных работах культурных объектов Якутии. Накануне вечером в Якутске погибло 2 человека в результате наезда автомобиля на дороге. Около 21 часа 20 минут по местному времени 27-летний водитель Toyota Premio возле дома номер 4 по улице Халтурина сбил 2 мужчин, переходивших дорогу в неустановленном месте, после чего автомобиль перевернулся в кювет. В результате ДТП пешеходы скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Все материалы по факту автоаварии переданы в следственные органы. Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев, позвонив следователю по телефону 8 984 107 60 83. В Якутии не осталось пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам экономики. Об этом сообщил первый заместитель председательства правительства республики Дмитрий Садовников в ходе традиционного брифинга. На сегодняшний день в республике действует 119 пожаров. Между тем, работы по тушению ведутся на 38 из них. За прошедшие сутки локализовано 17 и полностью ликвидировано 22 лесных пожара. Однако отмечается, что обнаружено 2 новых возгорания. В тушении пожаров задействовано более 3000 человек и около 500 единиц техники. Кроме этого, сегодня в республику прибыл 4-й самолет Бе-200. Уточняется, что эти самолеты будут работать в Усть-Майском и Тампонском районах, а также в национальном парке Ленские столбы. Наиболее большим количеством пожаров является у нас Усть-Майский район. Сегодня по поручению главы нашего региона Александра Сергеевича Николаева от имени правительства для координации и организации работы в более усиленном режиме вылетает заместитель министра экологии и природопользования и лесных отношений Заровняев Яков Иванович. В республике впервые за последние месяцы наблюдается улучшение лесопожарной обстановки. Об этом сообщил сегодня глава республики во время очередного заседания оперативного штаба. Наиболее активная работа по тушению лесных пожаров ведется на территориях 10 муниципальных образований. На сегодняшний день в 10-километровой зоне от населенных пунктов находится 7 лесных пожаров. В этих населенных пунктах продолжаются превентивные мероприятия. По итогам совещания глава региона Айсен Николаев отметил, что с учетом приближающихся выходных в районах республики необходимо усилить рейдовые мероприятия по недопущению несанкционированного выезда населения в лесные зоны. Данная работа должна проводиться районными оперштабами совместно с правоохранительными органами. Большое количество пожаров. Бурение свай для строительства новых жилых домов начнут на текущей неделе в селе Бяскёль горного района в рамках восстановления населенного пункта после лесного пожара. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников, который руководит процессом восстановительных работ. Буквально на этой неделе по завершению мобилизации строительной техники начнется бурение свай под фундаменты. Технические решения подготовлены. Продолжается работа с жителями по оформлению договора о строительстве, отметил Бердников. На месте также проводят зачистку территории, вывозят строительный мусор и фрагменты сгоревших домов и построек. Ленчане собирают помощь для погорельцев поселка Бяскёль. С 11 августа выделенные площади в здании Ленского бизнес-инкубатора стремительно заполняются. Еще на одном пункте сбора вещи для пострадавших уже упаковали. Здесь работали добровольцы организации «Доброход». Помощь отправят централизованно на барже до Максоголоха, оттуда автомобилями до общего места сбора в Якутске. Помогают и другие поселения Ленского района. Жители Ортонахаринского наслега собрали и перевели 116 тысяч рублей.
В Якутию прибыли врачи из федеральных центров по поручению главы российского Минздрава Михаила Мурашко. С соответствующей просьбой к министру здравоохранения РФ ранее обратился глава республики Айсен Николаев. Специалисты займутся помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое в последние несколько месяцев фиксируется в регионе. Помимо этого, врачи будут исследовать, как на здоровье людей влияет дым от лесных пожаров. Приехали, врачи из нескольких регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Приехали специалисты, педиатры, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, пульмонологи, которые непосредственно будут работать сегодня в медицинских организациях. В первую очередь это, конечно, консультация тяжелых пациентов, осмотр тех условий, которые сегодня создает медицина республики для наших больных. Второе, это самое важное, это в том числе обучение наших специалистов. Мы надеемся, что результат этой творческой работы принесет хорошие плоды для того, чтобы защитить наше население, его здоровье от тех вредных факторов дыма, которые мы наблюдали практически в течение августа. Эпидситуация в Нерюнгринском районе остается напряженной. За последние 3 недели отмечается стабильный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказывает Екатерина Павлова. В Нерюнгринском районе за последнюю неделю по сравнению с предыдущей прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 18%. Первично выявленные случаи, они уже примерно сравнялись с тем, что было в аналогичный сезон прошлого года. То есть у нас, можно сказать, идет 3-я волна, которая, к сожалению, пока не убывает. И в связи с этим все меры профилактики, и в первую очередь те меры профилактики, которые бы привели к стабильно хорошему результату, такие как вакцинация, они должны применяться в первую очередь. В Нерюнгринский район поступила очередная партия вакцины против ковид. 2000 доз «Спутник Лайт» и 1600 доз «Спутник Ви». Препарат распределен по всем населенным пунктам района. На данный момент привито население Нерюнгринского района вакциной «Спутник Лайт» 2300. Эпивак Корона привито около 5000. И около 12 тысяч привито вакциной Гамковид-Вак. Это «Спутник Ви». Сделать прививку можно в городе, в поликлинике для взрослых и в поликлинике профосмотров, в поселках, в медицинских учреждениях. Также продолжают работать дополнительные пункты вакцинации в торговом центре «Мир» и в Доме культуры имени Александра Сергеевича Пушкина. Что касается выхода работников из отпуска и обследования их на новую коронавирусную инфекцию. Указами главы республики предусматривается обязательность прохождения тестирования всеми гражданами, которые после отпускной поры выходят на работу. И тестированию должны подвергаться все лица, которые не прошли вакцинацию в полном объеме, то есть это 42 дня с момента постановки первого компонента, или переболевших за последние полгода. Коронавирус, адаптирующийся под существующие условия, продолжает заражать и обходить иммунные барьеры. Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать все рекомендации и элементарные меры профилактики. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в Якутске состоялось торжественное открытие 24-го международного форума «Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Белоруссии и Болгарии». Мероприятие посвящено столетию установления дипломатических отношений между Монголией и РФ. В течение 2 дней ученые будут обсуждать насущные проблемы, связанные с аграрным сектором. У форума есть несколько целей. Это создание условий для усовершенствования и реализации системы, связанной с агропромышленным комплексом, ресурсосбережения и экологизации. Также, конечно, обмен опытом и мнениями для повышения качества жизни населения. В конечном результате мы должны сделать так, чтобы аграрный сектор, самый большой сектор территориальный, найти пути пространственного развития и сделать высокодоходный наш аграрный сектор. И органическую продукцию производить, сделать ее брендовой. И республика должна быть конкурентоспособной.
В здании Минсельхоза Республики стартовала защита проектов претендентов на гранты «Агростартап». В этом году на рассмотрение жюри допущено 118 проектов. Большая половина из них направлена на разведение крупного рогатого скота. Далее фермеры намерены развивать коневодческие базы, оленеводство, пчеловодство и птицеводство. А общее финансирование грантов составляет более 100 миллионов рублей. Как отметили члены жюри, в этом году положение конкурса «Агростартап» более-менее смягчилось. Если ранее фермеры должны были обязательно трудоустроить 2 человек, то сейчас глава хозяйства тоже считается работником. Этот фактор повлиял на активное участие личных подсобных хозяйств в данном конкурсе. Всего 107 миллионов средств. Заявки подали примерно на 330 миллионов рублей. То есть на одно место где-то будет 3 участника. Участие в этом году активное. Качество проектов, они намного качественнее стали, чем в прошлом году. В Якутске продолжается ремонт объектов культуры в рамках празднования столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Работы проводятся за счет федерального бюджета. Всего будет отремонтировано 3 здания. Подробнее расскажет Саргылана Неустроева. Саргылана, приветствую. Какие именно объекты это будут и чего ждать поклонникам культуры? Приветствую, Надежда. Всего будут отремонтированы, как ты правильно сказала, 3 объекта. Это Саха-академический театр, театр коренных малочисленных народов Севера и Якутская балетная школа. Ремонт проводится в 2 этапа. Первый этап был пройден в прошлом году. Так, например, в Саха-академическом театре были отремонтированы 2 малых зала, благодаря чему у театра появилась возможность показывать одновременно 3 спектакля. Кроме того, у зрители теперь могут наслаждаться спектаклями малых форм. Так, например, впервые на якутской сцене были поставлены спектакли «Мой бедный Марат» и «Топтал». Сейчас, как мог заметить, наверное, каждый житель столицы республики, проводятся работы по полной замене облицовки самого здания. Объект будет сдан в октябре. Что касается театра коренных малочисленных народов Севера, то в прошлом году там был частично отремонтирован 1-й этаж, стены, потолок, проводка, система освещения, все это было заменено и отремонтировано. Сейчас проводятся работы в актовом зале. Изменения коснутся буквально всего, вплоть до дизайна самого помещения. Также будут расписаны стены по мотивам Арктики, горы, северное сияние. Все это под авторством 2 художников. Это Валентина Никифорова и Сергей Авелев. Ну и, разумеется, театр малочисленных народов Севера не мог обойтись без большой, красивой и светлой урасы. Ураса сама была отремонтирована в прошлом году. По словам директора театра, там будет обустроен небольшой театральный музей. Все это ожидает зрителей театра уже в сентябре этого года, в октябре этого года. Также ремонт проходит и в Якутской балетной школе. Здесь были отремонтированы 3 зала. 3 танцевальных зала. Разумеется, самое главное для танцоров – это то, на чем они танцуют. Была проведена замена линолеума, постелен новый пол. Это сделали специалисты из Санкт-Петербурга. Новый специализированный пол с системой амортизации позволяет сохранить в полном порядке свои суставы, сберечь здоровье. Также сами полы, сам линолеум не скользящий, очень комфортный, по словам, опять-таки, директора Якутской балетной школы. Также здесь за моей спиной вы можете наблюдать ремонт актового зала. Здесь будут установлены экраны, новое освещение, новые сиденья. Так, по словам директора Якутской балетной школы, это позволит открыть небольшой детский театр при театре Саха оперы и балета.
Ну и все работы во всех театрах закончатся уже в октябре этого года, должны будут сданы, так что уже осенью театры и Якутская балетная школа откроют свои двери для своих посетителей. Кроме того, в рамках празднования столетия Якутской ССР будет проведена реставрация еще 2 объектов. Это галерея зарубежного искусства в Национальном художественном музее и Никольская церковь в Хангаласском районе. К этому часу у меня все. Надежда. Благодарю, Саргылана. Что же, будем надеяться, что у жителей и гостей Якутии совсем скоро появится возможность посетить обновленные объекты культуры и тем самым расширить свой культурный запас. Напомню, с нами на связи была наша корреспондент Саргылана Неустроева. Начавшаяся в апреле этого года в разгар пандемии акция по доставке книг на дом неожиданно оказалась востребованной. Такая выездная услуга от Национальной библиотеки оказалась очень кстати для маломобильных граждан. Да и в силу возраста и многих других причин кто-то по привычке предпочитает бумажные издания. Особо услуга «Библиомобиль» популярна среди пожилых граждан. При этом, прежде чем доставить книги, их держат на карантине несколько дней и дезинфицируют под специальными лампами. А при доставке соблюдают все меры безопасности. Таких читателей, которые заказывают, становится все больше и больше. Услуга им нравится. Это, говорят, это очень удобно. И нас это очень радует. Ну и думаю, еще больше их станет, таких читателей, которые будут заказывать на дом книги, которые будут пользоваться нашей услугой «Библиомобиля». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.